Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже много-много лет с удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И один из нас сегодня, он буквально человек с улицы, интересуется темами, что называется, которые у всех в кармане. Мы очень много слышим, чуть ли не из каждого утюга звучит выражение цифровизация, цифровая экономика, цифровые документооборот, цифровое здравоохранение. И вот что касается, если экономика и так далее, она нас касается размерами зарплат, толщиной кошелька и так далее, то здравоохранение касается непосредственно каждого из нас. Тем более, что мы пережили 2 очень сложных года, переживаем очередную волну той напасти, которая обрушилась на планету под названием коронавирус. И в этот момент очень значимыми стали моменты доступности удаленных, скажем так, сервисов здравоохранения. Если я не прав, меня поправят сегодняшние мои собеседники. Это прежде всего заместитель министра здравоохранения Надежда Тимофеевна Федорова. Здравствуйте. Очень приятно. И Сергей Васильевич Чепковский, который, можно его считать двояко. Да? То ли он айтишник, который работает на здравоохранении, то ли... Но врачом, по крайней мере, его нельзя считать, который ушел полностью в IT. Да? Я прав? Больше айтишник, который работает на здравоохранении. Да. Мы будем говорить сегодня еще раз о тех вещах, которые вот, коснулись буквально каждого из нас. Да? Те приложения, были сначала сайты же. Были сначала сайты, которые функционал у них каждым годом добавлялся, пополнялся какими-то новыми функциями и так далее. Но мы с вами, еще раз говорю, я один из нас, но я имею доступ к определенной информации, которая, ну, скажем так, не каждому с улицы позволена. Да? У нас республика огромная, просто по территории она гигантская. И если брать такие, скажем так, отдаленные улусы, Анабарский, к примеру, да, то я думаю, что там специалистов узкого профиля, ну, на пальцах одной руки можно пересчитать. Согласитесь? Цифровизация здравоохранения призвана ли решить вот эту проблему, чтобы, ну, у любого, скажем так, оленевода, который, у любого охотника и так далее, был доступ, я очень не люблю это слово медицинские услуги, да, доступ к специалистам, которые отвечают, ну, за его собственное здоровье. Добрый день, уважаемые. Разрешите поприветствовать жителей республики, все, кто видит нас и слышит нас. Да, Дмитрий, очень такая тема сложная. И вот что касается каждого жителя отдаленного наслега, района, да, здесь, конечно, стоит отметить, что понятно, что в каждом отдаленном наслеге у нас представлена медицинская помощь как таковая. Но мы сегодня, поскольку говорим про цифровую направленность этого направления, да, я бы хотела отметить, что сейчас у нас посредством большой работы, которая проводится в республике, в Российской Федерации, да, значит, идет развитие цифровых технологий. В том числе я хотела бы отметить, что у нас понятно, что в каждом большее количество человек мы не поставим. Да, вот сколько было. Врач — это такой уникальный специалист, которого нужно готовить десятилетиями. Как военный летчик. Да, да. И фельдшер, и средний медперсонал, их надо готовить очень много лет. Поэтому ну, волшебства не будет, что увеличить в разы количество медицинского персонала. Поэтому мы это делаем посредством наращивания, улучшения системы именно цифровизации. Например, вот через нашу систему облачная поликлиника мы внедряем систему телемедицинских консультаций. Врач-пациент, пациент-пациент. То есть, к примеру, да, вот если человеку нужна какая-то плановая либо экстренная помощь, допустим, человек-специалист, медицинский специалист в отдаленном районе, он может выйти на медицинскую консультацию, как с любой поликлиникой города Якутска, ну, предварительно договорившись, конечно, как и с врачом, например, специализированной помощи. У нас, например, очень много это используют, к примеру, работники НПЦ в фтизиатрии, вот, что касается туберкулеза, например. Если там в районе сложный случай, вот он, ну, может человек сомневаться, это правильно, это на самом деле нужно, второе мнение, да, вот если вот человека вы сняли на ФЛГ, там, да, вы сомневаетесь, у него что-то там нашли, да, обнаружили. Поэтому для того, чтобы
чтобы ваше мнение, первое мнение, и для второго мнения вы можете обратиться, предварительно согласовав время, да, специалисту той же фтизиатрии. Это у нас практикуется постоянно, на постоянной основе. Это первое, вот именно по сервису облачная поликлиника, который мы внедряем. Это я так считаю, что в принципе это, конечно, также увеличивает доступность оказания медицинской помощи. То есть если человеку нужна помощь, он ее все равно получает, ну, хоть и удаленно, но это все равно высококвалифицированная, качественная медицинская помощь. Мгм. Я к Сергею, наверное, переадресую. А у нас ширина полосы позволит, еще раз, в Анабаре или в Оленьке? Ну, хотя у нас Минцифры, ну, в смысле, ведомство Анатолия Скалонича, оно хорошо отчитывается, и, в принципе, на всех, скажем так, не то чтобы отчетах, а даже неформально. У нас очень много в информационном поле становится любительских материалов, там, в WhatsApp и так далее, из отдаленных арктических улусов. То есть это означает то, что там интернет есть. Вот просто ширина полосы позволяет прогонять ту необходимую, скажем так, специализированную очень информацию. В настоящее время у нас все медицинские организации, в том числе североарктические, они подключены к широковещательной сети, интернет. И скорость, конечно, на северах, она местами достаточно низкая, но для работы в наших системах, конечно, это может влиять на вот проведение онлайн каких-то мероприятий, там, оказания медицинских услуг. То есть какое-то влияние на это имеется. Но действительно Министерство инноваций, они в этом деле нам обеспечивают связь. У нас в каждом селе даже имеется интернет. То есть у нас в основном на северах спутниковый интернет, где-то в республике у нас в основной части оптоволоконная сеть. Системы у нас адаптированы к низкой скорости, так как то есть мы стараемся трафик использовать только вот, небольшого размера, то есть при обмене с нашим центральным сервером. То есть у нас технология реализована, работает информационная система следующая, что Центр обработки данных Министерства здравоохранения находится в городе Якутске, а медицинские организации подключаются к этому центру через защищенный канал. Ну, пока вот в рамках исполнения показателей, в рамках введения электронной медицинской карты у нас по всей республике показатели передаются, но это и есть показатель того, что работать можно, но хотелось бы, конечно, как обещают, планируют в ближайшие годы обеспечить оптоволокно и в Тикси, и в других отдаленных районах. Ну, Надежда Михайловна, речь же не идет, скажем так, об ультра HD разрешении, которое выводится на огромные экраны, и какой-нибудь экстра-специалист, приглашенный из Москвы и так далее, проводит онлайн операцию. Да. Речи такого не идет. То есть какие-то пакетированные данные, которые, в принципе, могут и на уровне ГПРС пройти, их, в принципе, достаточно для того, чтобы вот этот функционал работал. Да. Я согласен? Правильно говорю? Ну, в основном, да. Кроме телемедицины, если мы говорим о телемедицинской консультации, там повыше видеопоток разрешение, да, там требуется. Ну, в этом году мы вот про 12, у нас, получается, в Оленёкском районе уже оптоволоконная связь, она уже налажена, оставшиеся 12 у нас вот в плане работы Министерства здравоохранения, вот Якутского республиканского МИАЦ нашего, да, оснащение спутниковым оборудованием для того, чтобы улучшить скорость в 12 оставшихся арктических районах. Но тут, конечно, следует отметить также дороговизну. Это, я думаю, касается не только отрасли здравоохранения, очень дорогой интернет вот в арктических районах. Это, конечно. Но, тем не менее, в этом году мы планируем 12 арктических районах обеспечить спутниковой связью. А вот мы правильно заметили, Дмитрий, да, что мы очень много работаем совместно с Министерством цифрового развития, да, Минцифры, Мининноваций, как мы их называем. И у них в планах также стоит именно протягивание ВОЛС по данным районам, но это будет, конечно, не в ближайшее время, но все равно в ближайшем 2023 году, если я не ошибаюсь, да, у них в плане проведения ВОЛС, тогда, в принципе, скорость, качество будет полностью отвечать требованиям, которые предъявляет в настоящее время. Скажем так, я, конечно, не пытаюсь там кого-то принизить и так далее, разберется он там, не разберется, да, но есть такое понимание юзабилити, да, Сергей меня отлично понимает. Для обычного человека
там, ЧУМ работника и так далее. Все вот эти функционалы, он же, в принципе, я скачал, я пока комментировать не буду, я скачал облачную поликлинику, в принципе, посмотрел функционал, пока мне нравится, да, но для обычного человека это доступная вещь вообще. Любой разберется, каждый из нас. Ну, по опыту вот, последних 10 лет, если смотреть, все-таки люди привыкают. То есть у нас, например, Они растут. да, основная система, которая единая государственная, это уже госуслуги, портал, и тем не менее мы видим, что население активно пользуется. То есть раньше было сложнее, то есть люди привыкают, учатся. Да, было такое, о, а ты пользуешься госуслугами? Да. Продвинутый. Потому что у нас по предварительной записи к врачу, по вызову врача на дом и так далее, у нас осуществляется через госуслуги. Если гражданин умеет пользоваться, имеет зарегистрированные свою регистрацию, подтвержденную в госуслугах, то проблем с этим не возникает. Другой вопрос, что использование этих сервисов влечет за собой организационные вопросы. То есть тут надо, чтобы все участники командно, мобильно отрабатывали. То есть, например, если человек записался на прием, больница должна своевременно подать расписание в госуслуги. И это в целом вот общая командная работа. Это не просто вот иметь приложение и в него доступ. За этим всем стоит большая работа и IT, и врачей, и организационный вопрос. Угу. Ну, в целом-то все привыкают. Вот еще раз говорю, у нас же в основном инфополе, с которым нам приходится работать в плане опровергать и так далее, в основном сидят бабушки там, от 60 лет и так далее. В принципе, если они разобрались, то я думаю, что медперсоналу, который, еще раз говорю, вы заметили, что это как военные летчики, их подготовка требует очень длительных временных, прежде всего, вложений. Да? Не только временных, еще и их нужно квалификацию повышать постоянно и так далее, и так далее. Но у нас, смотрите, у нас недавно отгремел визит премьер-министра страны Мишустина, и наряду с традиционно, скажем так, таким продвинутой отраслью кино, к примеру, да, у нас прозвучали еще и очень высокая похвала в адрес цифры разработчиков, которые работают в здравоохранении. Я имею в виду Сайберию и так далее. Те компании, которые используют уже искусственный интеллект в оценке тех или иных медицинских данных. И в этой связи вот хотелось бы вопрос такого плана. Ладно, вот есть спецы Сайберии, которые там вообще их не то чтобы это сам пример всей стране показали и так далее. А почему у нас облачная поликлиника не занимается спецы вот такого уровня, чтобы было вообще, чтобы все идеально было, чтобы как у, извиняюсь, обладателя, владельца запрещенной соцсети, а? Но здесь следует отметить, что... Я не говорю, что облачная поликлиника плохая, я говорю, что да, если сопоставлять с другими продуктами, я не буду говорить какими, это частные, это Греф там и так далее, ну все поняли. Шероховатости есть. Ну, как вы правильно отметили, Дмитрий, да, что вот эта облачная поликлиника, она дорабатывается. И вообще, в принципе, у нас стоит задача, вот мы же все реализуем данные проекты в рамках национального проекта здравоохранения, да, и цифровая экономика. К 2024 году понятно, что у нас задача у нас глобальная стоит такая, что мы должны достичь, чтобы у нас был суперсервис «Мое здоровье» на самом деле, да, он должен четко работать в госуслугах. Госуслуги на самом деле это очень хорошая вещь, которая вот в перспективе будет очень серьезно облегчать работу на самом деле здравоохранению. Да? И здесь в этом плане, конечно, облачная поликлиника, она в принципе, она постоянно улучшается, развивается. К примеру, мы в этом же портале, вот в этом портале «Облачная поликлиника» мы недавно, буквально перед началом учебного года, запустили сервис как получение справки об отсутствии инфекционных заболеваний, то есть так называемое эпидокружение, которое мы тоже отработали, спасибо коллегам с Министерства образования, да, мы отработали с ними, то есть это уже родителям, ну все знаете, да, у кого дети в школе, в садике, нужно обязательно принести справку, что у тебя нету контакта с инфекционными заболеваниями. На самом деле это всегда был, это тоже вот сервис.
очень востребована. Очень востребована, но с другой стороны, она не требует, как не требовала никогда по сути, чтобы человек, врач, специалист, врач или средний медперсонал лично посмотрел ребенка. Не было такого требования. Мы просто на самом деле брали данные с портала Роспотребнадзора. Да? И сейчас, то есть это вот не медицинская, ну, как таковая не медицинская услуга. То есть это мы уже перевели в цифровой формат. И сейчас вот буквально мы ее запустили 1,5 недели назад. Уже порядочное количество родителей воспользовалось данной справкой. И уже в школах, в садиках, в принципе, эту справку берут. То есть это уже облегчение, что человеку, родителю не надо 29 августа бежать, сломя голову, занимать очередь и так далее в поликлинику. Вот. И вот этот сервис, он на самом деле развивается, постоянно модернизируется. Облачно. Мы говорим, что есть какие-то, может быть, технические проблемы и так далее. Еще хотелось бы отметить, что мы вот в последние несколько лет очень активно сотрудничаем, вот как вы их назвали, вот с теми ребятами, которые вот, ну, на самом гребне, да, вот именно информационных технологий. То есть мы, к примеру, вот запустили несколько сервисов очень хороших, которые зарекомендовали себя уже на российском уровне. К примеру, у нас очень хорошо работает портал Онкопоиск. Ну, все, наверное, слышали. Статистика очень хорошая. Очень много людей ею пользуются, проходят анкетирование и попадают при необходимости, при выявления риска, они попадают на обследование именно к врачу. Вот самая главная цель этого портала для того, чтобы выявить, есть ли у вас риск и так далее. Онкопоиск, к примеру, это тоже очень хороший, его на самом деле уже транслируют на территории Российской Федерации также. Женское здоровье, также тоже такой же аналогичный портал. Глаукома, ты не один. Вот эти вот сервисы, которые мы буквально постоянно, как бы, ну, еще ряд сервисов у нас сейчас разрабатывается на самом деле, да. То есть вот такая работа у нас идет. Постоянно? Постоянно, да. Ну ладно, мы все помним, какой был андроид, да, Сергей Васильевич. Мы помним, какой был убогий андроид, и, в принципе, через 15 лет он стал вполне себе таким потребляемым вещью. Да? Я подскажу вам, чтобы у вас вырос трафик на облачной поликлинике и так далее, запустите там получение справки от нарколога и психиатра по части там, разрешение на оружие, это в плане, сразу скажу, это в плане работы. Это в плане. Да. И вы получите бомбезный продукт, который, скажем так, будет рвать всю востребованность. Да? То есть, ладно, эпид-окружение, ну, не у всех же чесотка там или педикулез, а, скажем так, вот эти вот справки, к которым абсолютно не надо ходить никуда. Там, что я там потеряю 30 минут, скажем так, вот у того же ближайшего нарколога, да, туда еще доехать надо по пробкам. Там еще постоять надо, скажем так, слегка неприятной обстановке, да? Сделайте вот это, ну, по крайней мере, мужская часть населения, ну и не только мужская, автоледи же тоже есть, да, которые заполняют шоферские справки, они будут, ну, реально носить вас на руках. Но в целом вот этот функционал, который, ну, будет наращиваться, вы сказали, что суперпортал будет «Мое здоровье», да? Но само по себе сейчас суперпорталом же являются вот как раз госуслуги, через которые к нам приходят, ну вот пандемии приходили, там результаты ПЦР, сертификаты как его вакцинации там, и так далее, и так далее. То есть, ну, мы практически рядом с соседним Китаем, который через, извиняюсь, аналог WhatsApp, да, контролирует до 60% деятельности государства. WeChat. Нет допуска, код красный, все, не выходишь. Там что такое? Код зачесался, не выходишь. Реально? Вообще, ну, аналоги же есть, оказывается, вот, продукт, который вроде бы служил для того, чтобы девушки натягивали на себя какие-то маски, да, он служит и благим целям, скажем так. Ну, ладно, благое, но тотальный контроль, скажем так, это не такое благое дело, на самом деле. Ну, я не сильный либерас, но контроль должен быть. Вот. Вспомним небольшую историю. Раньше у нас при каждой поликлинике были сайты, да? Поликлиника номер 1, поликлиника номер 5, поликлиника номер 3 там, и так далее. Вот эти сайты и вот эти вот приложения, скажем так, типа облачной поликлиники, что между ними общего? Разного-то много. То есть там надо и открыть так, и зайти специально там. А что общего?
Опять же, очень правильно подметили, да, вот, ну, это не секрет было, да, что у каждой медицинской организации были свои сайты, они все разные, ну и что греха таить, была там и немножко устаревшая информация и так далее, да. В этой связи тоже мы вот запускаем единую платформу «Здоровая Якутия» называется. Хотелось бы также вот всех жителей призывать начать пользоваться данным порталом. В этом портале мы объединили все сайты всех медицинских организаций Республики Саха-Якутия. Их более 60, они будут все там представлены. В этом портале, в принципе, здесь, ну, это будет единое окно, единый вход для того, чтобы получать все новости, все сервисы именно по части медицинских услуг. Но здесь также будут доступны и другие сервисы, ну, которые сейчас как новинки, да, вот многие очень интересуются и здоровым питанием, и как правильно вот, ну, соблюдать режим ЗОЖ и так далее. Вот такие новостные какие-то вещи. Также будет там информация про акции, которые будем проводить мы, и каждое учреждение, и здравоохранение, Министерство здравоохранения. Да. Здесь вот буквально перед тем, как сюда прийти, мы попробовали, зашли туда, проверить. Например, там можно... Вот у меня знакомые тоже как раз буквально вчера говорили, что ну, я не знаю, в какой я поликлинике должен идти по такому-то вопросу там. Да. И здесь можно проверить, например, прикрепление. Вы забиваете, заходите на этот портал, да, он на первой страничке в поисковике, вот в Яндексе забиваешь, и он выходит сразу первой строчкой. Я туда зашла и смотрю, и вот, ну, ввела свой домашний адрес, и он мне сразу говорит, что я отношусь к 3-й поликлинике города Якутска. Конечно, здесь, ну, ведется работа именно вот в перспективе. Конечно, я так думаю, что там будет вплоть до участка, потому что эта работа ведется. Вот здесь тоже хотела сказать, да, что у нас на самом деле сейчас пока идет проблема вот по поводу того, что есть, ну, может быть, многие, вы знаете, да, у всех все равно, все мы живем в Якутии, у многих очень много друзей, там, врачи, медсестры и так далее. Все знают, что медики работают в программе сейчас, кто-то в ТММИС, да, старая программа, кто-то в РМИС. Так вот, получается, но если бы мы с вами совместно, я еще раз призываю, что это совместная работа и населения, я вот призываю население, да, Якутии. Получается так, что вот мы, например, по закону, когда у вас меняются какие-то ваши личные данные, к примеру, вы поменяли паспортные данные. Номер телефона. Да, номер телефона, это обязательная штука, да, когда мы вот, допустим, должны пригласить человека на диспансеризацию, мы ему звоним, оказывается, у него это уже не актуальный телефон. Да? Прошу всех, да, что нужно приносить, во-первых, с собой паспорт, потому что когда на самом деле, по сути, когда вы получаете медицинскую услугу, это юридическая значимая услуга, вы на самом деле должны прийти и показать паспорт. То есть, если вот в этой программе наша региональная медицинская информационная система, мы стремимся к тому, чтобы 100% населения Якутии, они там были четко идентифицированы. И все его как бы идентификационные данные, если там четко есть, то есть к врачу вы приходите, вы, допустим, любой из вашего номера, да, допустим, у нас же есть что, паспорт, ИННС, НИЛС и медицинский полис. Любой из этих номеров заводит врач, допустим, или медсестра, и сразу вся база данных должна выйти. Вот это на самом деле вот было бы очень удобно как врачам, так и... А это еще не работает, что ли? Нет, оно работает, но просто смотрите, я к тому, что... телефон тот же самый, сотовый телефон. Вот, к примеру, у вас сколько лет уже ваш сотовый телефон? Месяца 2. А вы уведомили свою поликлинику о том, что у вас номер поменялся? Потому что бывает очень... У нас как бы, ну, статистика, да, к сожалению, что недозвонов, к примеру, бывает очень много. Да, потому что люди поменяли, и... Ну, все это забивается, но тем не менее вот все равно эти данные актуальны. И если бы вот эти актуальные данные были бы, вот мы в здоровую Якутию зашли, и вот у меня было, уже должно идти у каждого человека, что у вас такой-то участок, там, терапевт такой-то. Терапевт такой-то. Время расписания открылось, и вот в понедельник с 9 до 12. Супер, конечно, удобно. Да. А вот мы, еще раз говорю, мы буквально, ну, еще переживаем время, когда в поликлинику просто опасно приходить, да, там столько кашляющих, чихающих людей, и просто реально, вот посидишь в очереди, подхватишь, и все. Неделя минус. Это в лучшем случае, да. Вот этот опыт пандемии, как он отразился на стремлении
насытить, впитать в работу медиков более, скажем, таким цифровым функционалом. Он Очень сильно Очень- отразился, потому что, ну, помним, да, когда... Даже страшно- появление вот этого номера 122, Да, по-моему, да, это да, да. оттуда же. Да? Помните, да, все, наверное, помним, как было страшно, когда вот у нас только начало было этой пандемии. Всем было страшно, и простым гражданам, и медикам тоже очень было страшно. Поэтому это, на самом деле, вот эта пандемия, она нас всех научила очень многому. Мобилизовалась. Да, мобилизовала очень многих. И вот, вот правильно говорите, номер 122, единый номер, мы его запустили в начале этого года, и он себя показал очень хорошо, зарекомендовал. И сейчас вот даже, ну, вот когда разговариваешь с людьми, все отзываются о нем очень хорошо. То есть процент сбоя там очень низкий. И за все это время мы обработали почти 1 миллион звонков. То есть там, ну, Вот все, по этому наверное, номеру знают. 1 миллион звонков. Да, почти 1 миллион звонков с начала года. Там можно, во-первых, вызвать врача на дом, можно записаться на прием к терапевту, к педиатру, либо задать какие-то вопросы, к примеру, ну там, могу ли я пройти ФЛГ и так далее. Да? Значит, если вот этот сервис, к примеру, сейчас в такое в нормальное время, когда нету пика роста заболеваемости, да, он обрабатывает где-то порядка 5-6 тысяч звонков в день. Мгм. У нас там сидит 50 специалистов, да, и они успевают это все обработать. В пиковое время доходит до 8-9 тысяч звонков в день. И, в принципе, сбоев не было. Да. И также запустили вот совместно как раз с Минцифрой, мы запустили голосовой робот, который, ну, он сделан у нас на базе Айты. Вот, которая у нас, ну, такая новинка, тоже ноу-хау, да. Голосовой робот мы запустили, то есть даже он заменяет энное количество специалистов. То есть люди, когда звонят на этот же номер 122, они сначала попадают к голосовому роботу. Но и понятно, что если вот как раз, может быть, у вас данные не сходятся, он интегрирован, вот служба 122, она интегрирована сразу вот с нашей региональной медицинской информационной системой. То есть, к примеру, вы позвонили на 122, вам надо там врача вызвать ребенку. Специалист сразу вас смотрит в этом, вот в этой РМИС, да, и говорит, вот фамилия, имя, отчество ребенка, возраст и так далее. Все находит четко и оформляет вам жалобы, берет и так далее. Если вдруг получается, то же самое сейчас делает этот голосовой робот, но если вдруг там у вас какие-то данные старые и так далее, он, конечно, вас звонок не останется без ответа, он переведет вас на специалиста. Тем не менее, вот за небольшое время тоже он себя показал очень хорошо. Ну, как бы какие-то технические проблемы, которые были, конечно, вот коллеги с Ермиации, они постоянно это все держат на контроле, и коллеги с РЦИТ, Республиканский центр информационных технологий, они тоже, нас тоже контролируют постоянно. Если вдруг какие-то есть, ну там, например, повышается время ожидания звонка, то есть люди не могут дозвонить, они нам сразу сигнализируют, и мы принимаем какие-то организационные меры. То есть это очень хорошо, и помимо этого, вот мы еще запустили для тех, у кого подтвержденный ковид, с ПЦР, например. Только новинок, оказывается. Да. Буквально... Хорошо, что у меня не подтверждено. Да. Буквально там 2 недели назад мы запустили анкетирование. То есть вот эта служба 122, она звонит человеку, это автомат, и он проводит анкетирование, спрашивает, ну, ваши показатели, как у вас самочувствие и так далее. Вот буквально за несколько дней уже более 1200 человек прошли анкетирование, и вот народ, хочется поблагодарить всех, да, что сейчас понятно, что очень много мошенников, все боятся, да, а тут, когда звонят с этого номера, ну, люди поднимают и отвечают на вопросы. Уделяет время. Да, а потом для этого, получается, потом уже врач, ну, медицинский работник медорганизации, он анализирует эти ваши данные и смотрит, есть ли у вас ухудшение и так далее. Потом, если необходимо человеку, он его вызывает, приглашает на прием. То есть это вот он постоянно, если у него подтвержденный ковид, он сейчас находится постоянно на контроле. Угу. Ну, ладно, фронт, скажем так, офис, да, говоря банковским языком, ладно, фронт-офис, но есть же еще, скажем так, службы обеспечения, скажем так. Да? Любой якутянин знает, что очень много конфликтных ситуаций бывает из-за того, что, приходя в поликлинику, мы сталкиваемся с тем, что, как нам кажется, специалист, который обладает куда большими знаниями, скажем так, в области хрипов там, и так далее, он занимается не тем делом, которым, в принципе, нам хотелось бы. То есть напрямую с нами не общается, не это, а сидит, заполняет какую-то документацию. Я так полагаю, вообще глупое такое дело давать оценку, но я так допускаю, что
непосредственно, скажем так, своими прямыми обязанностями врач занимается порядка 40%. 60% он заполняет бумаги. По старинке так и так далее. Никаких там планшетов чудо, которые там все и так далее. Там еще второй человек сидит, который тоже сидит на заполнении бумаг. Вот в этом направлении, это если бы усилить работу, да, есть же такое понятие коэффициент удовлетворения населения. Это не означает то, что там сколько кайфа ты получил, но приходя к работнику образования, если я получаю стопроцентный фидбэк, скажем так, коэффициент удовлетворения будет в разы выше. То же самое в области здравоохранения. Еще раз, это касается же всех нас, наших детей, нас самих, там, состояния нашего здоровья. Поэтому ну, я очень жду такого подтверждения, что в этом направлении работа идет, и идет она не только с участием работников здравоохранения, но еще и с таким мощным бэкграундом в лице айтишников. По электронному документообороту медицинскому у нас на этот год запланирован переход 6 крупных медицинских организаций. Мы уже подали информацию в Минздрав РФ. То есть это же означает, что та документация, которая до сих пор ведется в ручном, бумажном виде, Полубумажно. Ну, полубумажно. Да, вот так вот. да, оно будет переводиться полностью в электронную форму. У нас на сегодня медицинская информационная система уже умеет делать формы первичной медицинской документации юридически значимыми. То есть врач при оформлении осмотра, при выписке назначений, направлений, результатов и так далее, он подписывает электронной цифровой подписью, и эта электронная форма документа, она попадает в федеральный реестр электронных медицинских документов, то есть официально зарегистрированных в виде. И это самое позволит перевести какие-то виды форм документации в электронный вид. И это будет такой существенный шаг и как раз-таки уменьшение бумажного документооборота. Потом по итогам работы будем переводить дальше, но это будет уже зависеть от общей готовности, от общего. Сами медицинские организации тоже должны в этом очень серьезно подготовиться, потому что это переход достаточно серьезный. Это на протяжении скольки десятков лет ввели медицинскую документацию, и нужно перейти в электронную форму. Это ломка сознания. Да. Практически переформатирование всего, что годами, скажем, десятилетиями существовало. Да? Если удастся, не знаю, полуавтоматизировать тот же речевой ввод или что-то типа такого, а не вот так вот, да? Если удастся повысить уровень компьютерной грамотности специалиста, я понимаю, что человек хорошо разбирается в гландах, но печатает медленно. Есть же такие моменты, да, тоже. Да, и вот тут хочу отметить тоже, что врач на приеме в компьютере, со стороны пациента кажется, что врач больше времени уделяет компьютеру, чем пациенту, то тут надо понимать, что во время приема врач в МИСе, в медицинской информационной системе, видит его результаты предыдущих заболеваний, он видит результаты исследований. Он не просто там сидит и смотрит и что-то набивает, да, он анализирует. То есть, в принципе, каждый приход... То есть не на основании его слов, а на основании той информации, которая ему доступна. Со всех, то есть собирается анамнез, собирается картина, чтобы можно было принять решение. Здесь тоже, позвольте дополнить, да, все лабораторные системы, которые, анализаторы, они у нас более 400 анализаторов по республике, они у нас все подключены 100% к этой системе. То есть, к примеру, вы общий анализ крови, мочи и так далее сдали, оно у вас появляется уже у врача, у медицинского работника. Вы пришли на прием, он нажал кнопку, как Сергей Васильевич сказал, и он не просто сидит, смотрит, он смотрит ваши анализы. Опять же, есть у нас уже полностью работающий Центральный архив медицинских изображений. Это все цифровые оборудования медицинские, которые у нас есть в республике.
республики, они все 100% тоже подключены вот к данной системе. Это КТ, рентген. Да, больше, КТ, МРТ, рентгены и то же самое. Если вы, например, вот вас направлял терапевт на КТ, вы, к примеру, сегодня же пошли на КТ, сняли, завтра пришли повторный прием к терапевту, он уже открывает и смотрит ваш снимок, результат снимка и смотрит его описание и так далее. То есть это вот раньше вот как у нас было вот ну, несколько лет назад. На CD писали? Да, да, да. Вот вы приносите, буквально вас направляли на анализы, вы бумажки приносите, он это все сначала забивает. Потом вот эти вот рентген-снимки, помните, да, вот мы вот так вот их носили. То же самое, вот так вот смотрит на свет, на лампу, да, и вот его описывает также. На это уходило, ну, определенное Много количество времени, да, да. Ага. А Сергей еще хотел добавить, да? Нет? Ну, просто хотел добавить, что вот что реально может ускорить вот в работу врача, например, на приеме, это вот системы поддержки принятия решений. Это уже также федеральное вот направление, уже обсуждается не первый год, и вот начинается уже, появились вот уже первые шаги к этому, да. Вот эта система, она на основе данных, накопленных данных в медицинской системе, она может уже давать рекомендации. То есть, чтобы врачу не открывать там, смотреть там динамику, открывать там предыдущие случаи, анализировать, система уже будет подсказывать. И это все, конечно, будет повышать качество лечения, качество назначения. О, это тогда же может речь идти не о врачебной ошибке, а о ошибке искусственного интеллекта. Но это давайте... Система, она подсказывает, она рекомендует. Но не говорит, все, конкретно у тебя там то-то, то-то, да? Но системы, они не просто же так, то есть там анализируется большой пул данных. Ведущие институты Российской Федерации медицинские, они делают вот определенный алгоритм. То есть система может только тогда вот быть внедрена и использоваться, когда у него есть все вот соответствующие разрешения. Там достаточно серьезный такой механизм. Изделие, да. Да, поэтому это непросто. Вообще, вот когда, еще раз говорю, у нас же уровень информированности, уровень доступа у всех разный. Да? Когда мы говорим официально зарегистрировано в системе там такой-то, такой-то, все мы помним там треугольные печати, круглые личные печати и так далее. Это зона ответственности конкретного специалиста, да? Зона ответственности конкретного врача, конкретно. Вот эти, я так понимаю, круглые треугольные печати, они начинают заменяться вот электронной подписью и все прочее. Да, и все это необходимо просто. В 21 веке, ребята, ну, требовать какую-то там треугольную печать. Сейчас все подписывается. Это архаизм. Да, электронной цифровой подписью у каждого медицинского работника, который имеет доступ к РМИСу, у него есть своя личная электронная цифровая подпись, ну, как бы выданная в соответствии с федеральным законодательством. Поэтому то же самое, это аналогия той же синей печати. В этом же РТМИС смотрите, и там видно, какой врач, Иванов, Петров, Сидоров, вот его личная подпись. Артемис? Нет, РМИС. Армид. Ага. Региональная медицинская информационная система. Основная региональная система у нас медицинская является, ее официальное название, единая цифровая платформа, региональный МИС, вот, на которую вот сейчас осуществляется переход дополнительно 26 медицинских организаций, это 24 районных и 2 городских. До этого в предыдущих годах у нас уже перешли 18 медицинских организаций. То есть мы практически в этом году закрываем вопрос единой базы по республике, кроме 12 северных иерархических больниц. Но в следующем году по технической готовности будем переводить и их тоже. И это вот существенный тоже шаг, это основа вот того, что вот информатизация она должна быть в формате единого окна, единая база данных, чтобы у пациента результаты были доступны при маршрутизации в другую поликлинику, в другую стационар при направлении и так далее. То есть это то, к чему мы стремимся. И это все делается не решением, вот, скажем, нашего Минздрава только, да, это в первую очередь требования ЕГИЗ, это единая государственная информационная система здравоохранения Российской Федерации. В ней четко определены вот все вот эти правила, положения, логика, как должно все работать. Вот вплоть до того, как врач подписывает документы, куда они должны направляться, в каком виде, в какой форме. За этими требованиями стоит большая работа разработчиков. Они должны обеспечить это все, реализовать в том формате, который идет.
То есть вот данный шаг, он тоже повлияет на общую картину информатизации здравоохранения существенно. Также можно еще дополнить, да, у нас на всей территории Российской Федерации также внедряется так называемые вертикально интегрированные медицинские информационные системы, ВИМИС, как мы их называем, это в нашем кругу, вот мы их называем ВИМИС. Да. Они сейчас у нас внедрены по 4 профилям, это онкология, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, акушерство, гинекология и неонатология и профилактика. То есть это вот такие системы, которые должны, можно даже сказать, что контролировать именно маршрут пациента вот с момента выявления либо постановки риска, да, что вот у него риск, что у него есть там онкологическое либо сердечно-сосудистое заболевание, и он там, тоже очень хорошая информационная система, то есть она с этими как флажками, да, можно сказать, что, допустим, если пациенту нужно срочно подойти на прием там, к онкологу, он уже сразу говорит, что вот в первичном звене в поликлинике, например, вот у вас такой-то человек, у него подозрение, вам нужно его сразу срочно направить в онкологию, к примеру, да, или в Центр амбулаторной онкологической помощи, который у нас по республике тоже есть. Он приходит, и вот у тех врачей, которые должны его принять, также высвечивается, что вам нужно его записать и так далее. То есть и при этом это настолько прозрачная система, что ее видно по соответствующему доступу, да, по всей территории Российской Федерации. Аналог ЦИТа какой-то, да? Да. Да, и, соответственно, вот по профилям, к примеру, да, вот по онкологии и так далее, наши федеральные национальные центры, они это все смотрят, контролируют, анализируют, и при необходимости, можно принимать определенные решения. Тоже это очень хорошая система, которая призвана на то, чтобы у нас показатели данных заболеваемости, они снизились. Я сейчас скажу одну вещь, да, вот я вас двоих сейчас сижу, вижу, и я вижу вас в погонах, на самом деле, по-хорошему. Потому что, еще раз говорю, в самом начале я говорил, я очень не люблю вот это выражение «медицинские услуги». Должна быть... Я думал, когда началась пандемия и так далее, когда были первые возможные сдвиги от господина Мурашко и так далее в сторону реформирования медицинскую службу, я думал, в правильном направлении двигается товарищи. Но ВОЗ и поныне, там, скажем так, да, немножко. Но одно объединяет вот вас, представителей здравоохранения, с товарищем в погонах, в частности, с МВД и ГИБДД. Вы очень любите статистику, согласитесь? Вы зам по экономике. Я немножко вырос в медицинской семье. Что такое медстатистика, я знаю не понаслышке. Да? Вы очень любите статистику. Вот это же огромный вал данных, который, он насколько, скажем так, помогает в работе, что его нужно с такой доскональностью заполнять. Без статистики, конечно же, никуда. Вот именно статистика, она же нам помогает принимать управленческие решения. И получается, в рамках реализации национального проекта здравоохранения, к примеру, да, вот эти те же показатели, которые мы себе поставили как задачу, да, ведь они же выходили из обработки огромного количества статистических данных. Поэтому, к сожалению, да, вот правильно, может быть, вы абсолютно правы на самом деле, я все-таки чиновник, да, и именно вот с точки зрения управленческих решений, конечно, мы основываемся только на работе со статистическими данными. И, к примеру, опять же, если возвращаемся к нашей цифровизации, у нас сейчас установлено у каждого на рабочем столе информационные системы, которые позволяют именно анализировать. Там можно посмотреть, например, сколько пациентов прошло в любом медучреждении, будь то поликлиника, будь то специализированная больница, да, по полу, возрасту, в разрезе диагнозов и так далее. Сами понимаете, да, у нас, к сожалению, такая работа, что мы должны... Все это делается для пациентов. И вот эти вертикально интегрированные системы, да, то же самое, это же ведь делается для того, чтобы не потерять пациента. Потому что покуда мы не сделаем такие системы, да, на самом деле мы не добьемся, индикаторы, правильно, я, допустим, пользуюсь этим словом, но за этим словом индикатор, оно именно для нас, лично для меня стоит именно каждый человек. Потому что сами знаете, наверное, я работала в онкологическом диспансере, и я видела, это на самом деле, да. Поэтому для меня, я пользуюсь этими словами, но все равно за этим каждым индикатором для меня стоит человек.
Потому что вот задача, естественно, как бы стоит, чтобы вот этого человека от начала до конца не потерять, выявить его заболевание на ранней стадии и применить определенные медицинские ну, как бы, вещи, чтобы вот он прожил дольше и так далее. Но это касается онкологии. А вот по другим профилям, по всем другим профилям в дальнейшем Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует внедрить данные системы. То есть это будет и эндокринология, и прочие заболевания. Да? То есть это вот по всем профилям будут внедрены такие системы, которые ну, вот нам будут говорить, что вот у конкретного человека, жителя конкретного населенного пункта, и вот его надо, у него подозрение на то-то. То есть мы его возьмем, отправим там в специализированную организацию, либо, ну, то есть мы ему окажем своевременно помощь. И кто знает, может быть, он полностью выздоровеет. Это же замечательно на самом деле. Я всегда говорил, что, еще раз, государству на самом деле невыгодно терять своих граждан. Конечно. Невыгодно. Ну, Да. не зацикливайтесь вы, товарищи, которые, возможно, смотрят с неким пессимизмом, да, то, что они ничего не делают для того, что... Еще раз, они представители государства. Государству терять налогоплательщиков просто невыгодно, потому что, в конце концов, вы платите налоги. Мы все. Мы платим налоги, мы пополняем казну государства, мы и есть государство, основа этого государства. Поэтому, ну, вот мы говорим сейчас, сегодня говорили о цифровой медицине, о цифровизации здравоохранения. На самом деле вот эти все сервисы, приложения, сайты, возможно, это всего лишь ну, верхушка айсберга, которая... У нас цифровизируется все государство, абсолютно все. Начиная там с камер наблюдения, заканчивая вот, с результатами анализов, что вы ели вчера. Согласитесь, время большого брата пришло. Надо с этим не то чтобы смириться, да, а надо, еще раз, извлекать из этого максимум выгоды. Ведь ну, просто удобно, но и в части здравоохранения, и в части выплаты штрафов, в части регистрации каких-то документов, автомобилей, определения детей школы и так далее. Пользоваться ну, такими современными цифровыми сервисами. Так что удачи вам. Дальше я вопросов задавать не буду, просто по той причине, что, еще раз говорю, я понимаю, что вот облачная поликлиника – это вот такой вот срез вот такого вот огромного айсберга. Немножко по-масонски вот это прозвучало, да? Такая-то там с навершием и так далее. Но так оно и есть. Это просто верхушка айсберга, это цифровые ворота нашего здравоохранения. Давайте просто сделать, ну, немножко приукрасим там плющом и прочими вещами. Спасибо вам за участие. Сергея я давно не видел. Спасибо вам за доскональные ответы. Это была программа «Один из нас». Один из нас сегодня, ну что сказать, удовлетворен ответами по части того, как цифровизируется здравоохранение. Увидимся.